передо мной стоит. Боевой конь, который не дал меня споймать тем самым космонавтам и так далее, и милициянам, которые меня пытались несколько раз догнать и сломить. И вот мне его привезли в таком же виде, как он и был, но у меня тогда с ручками БЧБшными. Мы все последнее время идем против течения, как мы бы не хотели идти. Я как-то не привык идти по течению. У меня вообще как-то так по жизни происходит, что я как-то вне какой-то такой социальной группы нахожусь общей. Я считаю, что так нужно и так происходит. Это же такой переломный момент. 20-й год – это как такой барьер, который многие переступили. Не только я, потому что, в общем-то, будучи солидарным все это время с тем, что все-таки нам нужно будущее не такое, как сейчас нам его представляют, и представляли в 2020 году, и в 2019 и так далее. То есть это был переходной период, мне кажется, для многих. Для кого-то катализаторами переходного периода были их задержания, они были вынуждены уехать, или кто-то поменял свою точку зрения, кто-то ее не поменял, кто-то решил двигаться дальше. Ну, естественно, двигаться дальше в Беларуси невозможно, потому что либо ты сядешь надолго, либо тебя убьют, либо еще что-то произойдет. Где твой велик? Я его пристегнула вон там. Здесь сейчас будет жесть, надо уходить отсюда. Они сейчас пойдут. Первые дни это был огонь, конечно же, по стихии. Первые дни, по крайней мере, первых 2 дня. А, все, поехали, да? Да ладно. Да ладно. Смотри, аккуратно. Короче, это сейчас начнут атаку. Надо сваливать. Это был действительно прям такой огонь. Он даже по своему ощущению, даже по своему колориту был огонь. Потому что, во-первых, все происходило ночью, это красно-желтые тона. То есть это такая огненная тема. Вот. Чувака попали! Вон, да. Помочь. Драматические. Это там вот победы. Да, там одного подстрелили вот здесь возле арки. Профессия, она вот как-то меня так повела в эту сторону, что вот нужно снимать, нужно, чтобы это документировать, нужно, чтобы это было. А потом внезапно, буквально там в первый день, когда мы вышли с Катей на велосипедах и поехали к Стелле, вот уже на тот момент я уже прям четко представлял, что я это все буду снимать в режиме нон-стоп от первого лица. Короче, перекрыт перекресток. Какой-то дым. Какая-то история непонятная. Я со своим айфоном решил делать вот такие съемки в режиме нон-стоп. То есть не отрывистыми, как все привыкли, там кусочками снимать. Вот здесь там 5 секунд, здесь 7. А я писал как кино. То есть по минуте, по 2, по 3, по 10 минут держал. То есть для того, чтобы вот было все понятно, как происходит. Чтобы не было вырванного контекста. Короче, хочу сказать в столь сложное время, что я здесь, в этом месте. Я никак вообще ни разу не сожалею, что я здесь. Хочу сказать всем, будьте здесь, в эпицентре событий всегда, всегда. Это очень важно. Потому остаемся здесь.
По поводу событий 9 августа и по поводу того, что вышло так много людей, для нас, для меня лично, это не было большой неожиданностью, потому что обстановка летом уже предполагала, что может такое быть и что будет много людей. И мы даже сами, когда планировали даже отпуск, например, у нас стоял выбор, какие даты брать, и я настояла, помню, чтобы мы вернулись как раз до выборов и не датой позже, не днем позже, чтобы успеть именно проголосовать 9 числа, пойти на выборы, как и все люди. Короче, 53-я школа, Советский район. Движуха. Наблюдатель с нами постоянно общается, и один даже член комиссии с нами поговорил, рассказал, как им дали считать. Сначала подписывают, потом смотрят, что они подписывают. Даже считают не глядя, потом подписывают, и потом смотрят и глядят, что они там считают. Мы поехали туда, к самой Стелле, и когда своими глазами увидели, мы были в полном недоумении вообще, что происходит, потому что обычные люди, да, возмущенные. Диалоги такие были, что опять обманули, да как они посмели, но не более того. То есть ни у кого ни оружия, естественно, никаких там палок, ни камней. Не надо, мир, все мир! И стоит вот эта стенка из ОМОНовцев со щитами, в шлемах, вот эти бронетранспортеры стоят, мигалки какие-то, которые периодически начинают нам бибикать, пугать, отпугивать. Мы стоим и просто не понимаем, против кого они здесь все выстроились? И мы что тут, с гранатами ручными, что ли, стоим против них? Мы вообще просто были в полном недоумении. Начинаешь осознавать то, что происходило в предыдущие дни. И в том, что ты видел, что ты чувствовал, и что с тобой могли сделать. То есть меня, в принципе, могли убить. Я мог пропасть без вести. Я мог никогда не увидеть своих детей. Не могла не увидеть их Катя. Что могли сделать с моей женой? Это ужасная ситуация, которой нет объяснения. Это террор, который нужно наказывать и который не имеет никакого оправдания. Никакого. Я боюсь за свою безопасность, за безопасность своих детей, за безопасность своей жены, за своих родных. Из-за этого возникает очень много психологических проблем. То есть я довольно плохо сплю, но ничего страшного, справимся. Я думаю, победа будет за нами. Попали в передрягу во дворах. Сейчас прячемся от ОМОНа. Бегают, ловят и бьют всех подряд. Экстремальная ситуация, честно говоря. Я не ожидал этого, но попробуем все-таки подобраться еще, поснимать что-то поближе. В общей сложности я отсидел 35 суток. Это было 3 суда. Первый раз 15 суток. Был немножко такой ранний. Потом, после того, как я случайно вместе с Катей вышел в магазин, я просто каким-то невероятным образом в своем дворе меня схватили, избили, сломали мне ребра, нанесли серьезные увечья на шее, запястьях, вывихнули мне предплечье. Скорую помощь никто, естественно, не вызывал, даже по просьбе врача и так далее. Наоборот, мне угрожали тем, что если я вообще буду вякать и обращусь к доктору, как там, или когда меня уже увезут, я все-таки до последнего надеялся, что меня отпустят. Катю отпустили, а меня нет. Привет, слушай. Это ж надо такая встреча, ну господи, вообще капец. Когда мы последний раз-то в Беларуси в каком-то баре сидели, Ну, да, а потом, Сразу после... мы все сидели опять.
Ну, я атрымалася, што ў жодзіне ўжо трэці раз з ім перасёкся, другі раз гэта на судзе было. Ну, што, супадзенні, я не буду казаць, што гэта там лёс, бо ну, у нас зараз на момант 2023 года ўжо і 10 сустрэч з ім было. Ну, так атрымалася. І я лічу, што гэта добра, калі людзі трымаюцца адзін аднаго, бо ён мне вельмі шмат у якіх пытаннях памог пасля майго вызвалення. З такога, чым мы займаліся, як бавілі час, ну, у нас з Мікалаем была агульная такая адна рыса, што мы былі пісакамі. Мы не шмат там размаўлялі, але пастаянна нешта пісалі. Я, напрыклад, пісаў вершы, пакуль была бумага, пісаў на бумаге, скончылася папера, пісаў на туалетнай паперы. Ён пісаў нейкія ў прозе дзённікі, апісваў, што адбываецца там па датах усё, все падзеі, все свае думкі, перажыванні. 20 суток для меня просто был такой как бы гиперприговор, потому что я не понимал, в отличие от первого раза романтического такого восприятия, я не понимал, как вообще 20 суток, вообще это очень много. Это такой срез жизни, как будут дети, как будут все остальные. Я просто для себя не понимал это просто морально, да, то есть для меня это было крайне тяжело, а вообще для человека творческого. Ну ладно, неважно. В общем, я вышел из тюрьмы, слава богу, у меня там были книжки, я их всех перечитал, слава богу, параллельно писал все эти дневники, вот, и, наверное, я вышел другим. Все выходят после такого посттравматического синдрома другими. Я вышел, получается, приехал, как, встретился со всеми, меня все обняли, дети, все классно, все. И потом меня стали преследовать. Привет. Привет. Я помню, что ты пришел и сказал, типа, собирайтесь, мы уезжаем. Вроде бы так, я уже не помню, потому что я тогда был маленьким, но я помню то, что мы там типа собрали все в чемоданы, все самое важное. Потом сели на такси, нас отвез папин друг к бабушке, мы там переночевали, а потом на автобусе уехали в Чернигов, в Украину. Ощущение праздника не то, что в Минске, понимаешь? Не то, что в Минске. Минское ощущение... Не надо комментировать сейчас. Тут в Минске сейчас сложная ситуация. А мы не в Минске. Потому мы наслаждаемся, так сказать, всей этой красотой. Там пожили то ли 2 месяца. А еще хотели остаться еще на 3-й месяц. Но все-таки уехали в Вильнюс. А в итоге потом взяли и Чернигов взорвали. Путинисты эти. Путин взял. И то есть, если бы мы оттуда не уехали, то могло бы нас задеть. Мы пробыли 2 месяца в Украине. На нервах, конечно. Меня искали в Беларуси, приходили у меня по 2 квартирам. Неизвестные люди, мне звонили соседи, писали в Инстаграм. Потом мы приняли решение 2 января вылететь из Киева сюда, в Вильнюс. Вот это напряжение внутри, оно, к сожалению, есть постоянно. Я сейчас стараюсь максимально сделать все возможное для того, чтобы эту энергию отрицательную, которая во мне копится в связи с этими новостями и так далее, чтобы ее выплеснуть, чтобы эта сублимация вся, она была направлена не на то, чтобы там себя как-то сидеть и говорить, там надо было находиться там, нужно было делать какие-то там, не знаю, с вилами ходить и так далее, бросаться там на эти... Я пытаюсь это все в творчество увести. Если говорить о революционном запале тогда и сейчас, то, я думаю, тоже такой момент, один из объединяющих нас, потому что, есть группа белорусов, которые до сих пор, верят, вожделеют, мечтают о том, что вот-вот скоро мы вернемся, и живут, собственно, тем, как бы вернуться скорее в Беларусь, в свободную, демократическую Беларусь, в Беларусь без Лукашенко. Коль достаточно быстро в этом плане понял, что
ну, если уж мы здесь, и мы уже здесь, ну, вот сколько мы говорим, сейчас 2023 год, да, уже, то есть уже больше 2 лет, как он здесь, то нужно, наверное, как-то обустраиваться здесь на месте и не жить вот этой вот одной единственной мечтой, потому что у тебя есть дети, которых тебе надо кормить, которых тебе здесь надо обучить. Привет! Трим! Крис, привет! Крис, ты расслабься. Что, Крис, хочешь Можешь назад? не крутить пока. Не крути. Максим, ну ты что, доволен или нет? Я очень часто с папой и с своим младшим братом езжу на великах. По вечерам мы можем смотреть там фильмы всякие. Папа очень любит готовить. Мой папа режиссер и оператор, он снимает всякие фильмы, в том числе и про Беларусь. Снимаю различные документальные вещи, которые, ну, все-таки являются информационной войной, как ни крути. То есть это такая вот прямо документалистика вот чистой воды, когда нужно погружаться в нее вот точно так, как мы погрузились в 2020 году вот в эту всю ситуацию, да, которая происходила. Потому что это реально война, которая началась 9 августа, она вот до сих пор она идет. И уже потом у меня возникла идея работы в стиле No Comments. Это как раз-таки фильм, который сейчас нашумел. Хроника настоящего. У меня были мечты, что все будет хорошо. Я все свои кадры, абсолютно все, посылал всегда в Нехту и другие СМИ. Все это уже сразу было опубликовано и до сих пор находится в открытом доступе. В 2020 году нам на Нехту присылали очень много видео разного качества. Чаще, конечно, люди присылали, снимая что-то на телефон. Все резко стали гражданскими репортерами. Вот. И в какой-то момент нам стали приходить видео хорошего качества достаточно, которые мы постоянно публиковали, монтировали. Вот. Общались даже с человеком, который присылал нам эти видео. Позже у нас такой оператор работал, Коля Маминов. И вот как-то разговорились, и он такой: так я же видео присылал на Нехта постоянно. Так, какие видео? В итоге мы вспомнили, что даже общались в боте с ним. И видео вот это вот качество, которое вот нам приходило хорошего, это вот был наш анонимный репортер Коля Маминов. И все эти видео, они говорили о том, что у нас мечта, что все закончится быстро, нашей победой. Те, кто хотел перемен, отстаивали свои права. Но эти мечты разбились тогда. И потом, когда эти кадры сыграли уже против меня в фильме, который вышел на Делфи, вообще тут, конечно, много странностей каких-то, загадок с этим фильмом. Фильм первоначально вышел на других платформах Делфи еще весной, а волна какого-то хейта появилась во время его повторного выхода на русскоязычной платформе в конце июля, накануне 3-й годовщины протестов. Хейт в то время, возможно, где-то перекрывал какие-то другие события, возможно, это было выгодно еще каким-то игрокам. В общем, много странного. Вот в данном кино именно проникновение в тему, погружение в атмосферу без комментария со стороны дает такое ощущение, как будто ты попадаешь на вот эти все марши и попадаешь на все это сопротивление сам. И ты вновь чувствуешь вот этот вот заряд энергии, который нужен сейчас. Те же самые кадры, которые были уже давно опубликованы в Нехте и других медиа, просто смонтированные в фильм. Эти кадры оказались против меня, но это не самое страшное. Самое страшное, что это против наших воспоминаний и против нашей свободы. Против того, что вообще мы вспоминаем эти кадры. И вот тогда еще раз разбились мечты о том, что мы сможем вернуться нормально к этому всему. А мы не можем вернуться. Мы сами себя даже в этом ограничиваем. Наши мечты не только разбиваются о чью-то стенку, наши мечты разбиваются о собственные какие-то барьеры, которые мы ставим. Лукашенковская пропаганда, все эти губопики, они сейчас хотят напугать максимально тех людей, у которых внутри есть недовольство, чтобы даже не думали о каком-то сопротивлении внутреннем, ментальном, чтобы даже никакие мысли не появлялись
о том, что мы могли победить и повторить это. Это же известный метод силовиков – запугать и разобщить общество, натравить людей друг на друга, мол, еще между собой строить разборки, кто фотографии опубликовал, кто книжку, кто фильм. То есть подмена понятий, чтобы негатив выплескивался друг на друга. Блюр на лица в фильме «Хроника настоящего» был наложен, по мнению техническо-редакционного отдела, на те лица, которые были крупным планом или самые заметные. Они давно работают с этими материалами. В фильме «Хроника настоящего» нет материалов, которые бы не были ранее опубликованы. Все они были опубликованы, я думаю, с того момента, когда у меня были изъяты моя техника, телефон, фотоаппарат. И заявление Губопика о задержаниях якобы по кадрам фильма – это неправда. Это уже отметили независимые СМИ. С другой стороны, люди, которые есть на кадрах, просят прислать им видео без блюра, ведь для них это дополнительное доказательство, когда находятся в другой стране, они подаются на международную защиту. И вот обращаются с такой просьбой, и это уже не первый, не второй, не третий, не четвертый раз. И этих случаев больше, чем то, что фабрикуют силовики Лукашенко. Так что это все больше похоже на то, что они используют фильм «Хроника настоящего», да и другие фильмы, тоже, чтобы поссорить белорусов внутри страны и в миграции, запугать, заставить бездействовать. Информационная война, она должна быть всегда, и мы больше ничего сделать не можем. Мы можем делать только то, что сейчас в нас давит. А сейчас в Беларуси все СМИ говорят о том, что так не было. Такие, как мы, единичные люди, посылали единично куда-то какие-то репортажи, которые уникально выходили. Вот это информационная война. Вот, и потому ее так сильно боятся сейчас. Именно сейчас, потому что это все со временем начали все это схлопывать. Нивелировать это, а нивелировать нельзя. Естественно, я хочу вернуться в Беларусь. Но сейчас это на уровне мечты. 2 года назад я планировал вернуться через месяц, потом через 3. Но практика показала, что нужно жить, нужно творить с помощью вот таких вещей, как медиа, как кинематограф. Потому, конечно, мой посыл к тому, чтобы каким-то образом обернуть историю так, чтобы мы все-таки вернулись в Беларусь.